к мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Моя мать рождена для славы, для театрального успеха и зрительской любви. Она действительно является актрисой от Бога и действительно оживила своей игрой почти всех цариц мирового театрального репертуара. В одной из телепередач мне задали вопрос: «Вам легко общаться с вашей мамой?» «Трудно», — ответил я. «С богами трудно разговаривать». Вы думаете, я в маминых глазах вижу сыгранных ею королев? Нет. Я вижу усталые глаза ребенка, который, так и не повзрослев, счастлив этим, своей игрой, игрой до конца. За это я и люблю ее. Прости меня, мама. Из книги заслуженного артиста Республики Беларусь Андрея Душечкина-Климова «Отражение». Эти строки он посвятил своей матери, выдающейся актрисе современности, народной артистке СССР Александре Ивановне Климовой. Мне в жизни выпало величайшее счастье работать с Александрой Ивановной Климовой. И не только работать, а в период этой работы общаться с этим удивительным человеком. Так сложилось, что я стал последним режиссером Александры Ивановны. И тот спектакль, который мы с ней придумали, состоял из воспоминаний Александры Ивановны, из сыгранных ею ролей, из монологов. Александра Ивановна вспоминала тот театр, которого, к сожалению, сейчас уже нет, который мы потеряли. Вспоминала те отношения, которые возникали в этом театре. Она часто вспоминала гастроли, свои роли. И я иногда ловил себя на мысли, что мне значительно интереснее с ней разговаривать, что я редко делаю на репетициях, чем просто непосредственно репетировать. Ну а когда она уже начинала играть свои роли, свои персонажи, будто Мария Стюарт или кто-либо иной, я порой так увлекался, поскольку находился совсем рядом с ней. Мы работали на малой сцене. Я так увлекался, что для меня, кроме нее, кроме ее глаз, кроме ее дыхания, кроме невероятной энергетики, которую она излучала, уже просто ничего не существовало. Когда только задумывался этот спектакль, я испытывал ужас, потому что знал и по разговорам в театре, что Александра Ивановна – это такой немножко диктатор, актриса, которая может диктовать режиссеру свои условия. Ну и, конечно, ее авторитет, куда ж ты денешься, приходится слушаться. Так вот, ничего этого не было, меня это просто удивило. Она податлива, как глина.
То есть она идет за режиссером. Она была очень послушной, что меня правда удивляло. Вот, и в этом смысле с ней было очень легко работать. Мы ведь спектакль играли года 4, наверное. Вот, и уже в последний год, когда она выходила на сцену, правда, ей уже было тяжело. Но она не могла просто без зрителя, не могла без общения. Она сама говорила, что если я не буду выходить на сцену, то тогда мне просто незачем жить. Для меня еще она олицетворение не только актрисы великой, но и просто женщины. Когда ей шили платье, когда она примеряла это платье, другая становилась осанка, она совершенно иначе смотрела на себя в зеркало, она поправляла, она даже, одев это новое платье, начинала даже немножко кокетничать с режиссером. То есть очень по-женски это все делала. Все-таки удивительная женщина, и как-то я и сказала, это была правда, говорю, Александра Ивановна, как жалко, что мы с вами разминулись на десятилетие, потому что вот если бы мы не разминулись, то, наверное, вот я бы был не только вашим поклонником, но я просто в вас вот влюбился бы и просто никому вас уже не отдал. След, который она оставила в моей жизни, он достаточно для меня яркий. Я думаю, что это со мной останется до самых моих последних дней. Знаешь, тебя все считают наивным человеком. Ну, проще говоря, дураком. Милая, давай же прекратим это. Ведь ты же не Верочка, которая так любит психологические разговоры. И с которой ты кокетничаешь. Она тебе нравится? Мне все люди интересны, но я люблю только одного человека. Тебя. Она была очень талантлива, красива и умна, и поэтому, естественно, нравилась далеко не всем. К ней относились по-разному, ею восхищались, преклонялись перед ее талантом, любили, не любили, кое-кто ненавидел ее, но равнодушных к ней не было. Она действительно переиграла всех королев и цариц мирового театрального репертуара, и если другая актриса, талантливая, самобытная народная артистка СССР Галина Макарова сказала: «Я не играла королев», то Александра Климова играла королев, и это было заложено в ней природой. Она сыграла Марию Стюарт, она сыграла принцессу Космополис, Гертруду, леди Макбет. Она играла королев. И надо сказать, что любимыми ее героинями были героини горьковских пьес. Она очень любила русскую классику, и в частности Горького. Она сыграла в 7 его пьесах. Это Васа Железнова, горькая актриса, Яков Богомолов, Варвар и других его пьесах. Она очень любила свою Нилу Снежко из «Барабанщицы» и «Комиссара», из оптимистической трагедии. Она любила «Бесприданницу», она любила своих героинь из пьес Ибсена. Она никогда не делила спектакли на аншлаговые и проходные, а публику на обычную и элитную. Она всегда играла на пике чувств, эмоций, на пике своего таланта, и в этом для нее заключалось главное достоинство и честь актрисы. У нее было все: успех, слава, признание. Она снималась на «Беларусь-фильме», на «Мосфильме». У нее было официальное признание. В 1959-м заслуженная артистка БССР, в 1963-м народная артистка БССР, в 1969-м народная артистка СССР. Она была награждена орденами Ленина, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени. У нее было все, о чем можно было мечтать, но было ведь и другое. Как страшно быть одинокой. Почему мне не везет с подругами? В чем я виновата? Не понимаю. Я очень простая, открытая, душа нараспашку, и людям становится со мной скучно. За 20 лет работы в театре у меня нет ни друга, ни подруги. Страшно и грустно. Июль 1978 года. Из дневников Александры Ивановны Климовой.
Британской королеве мой поклон. Скажите смерть мою, я ей прощаю. Что, Анна? Видно, мне пора идти. Пора на казнь идти. Вон и судья с жезлом. Иду. Александра Ивановна Климова родилась 1 октября 1921 года по старому стилю в Покров день в деревне Самодуровка, это Кустанайская область, и это в Южной Сибири. Ее отец Иван Климов, а мать Александра Сложеникина были людьми работящими, жили они зажиточно и, боясь раскулачивания, уехали в Среднюю Азию, в Кызыл-Орду. А потом, в 1929 году, в Магнитогорск, место было страшное, гиблые бараки, голод, холод, черные воронки НКВД. Но у Саши тогда была своя жизнь, она ходила в школу, училась хорошо, посещала занятия музыкальные, участвовала в художественной самодеятельности, очень хотела стать артисткой. В 1941 году отец и старший брат ушли на фронт, и Саша осталась с младшей сестрой, с Раисой, с матерью в Магнитогорске. В то время в Магнитогорск часто приезжали знаменитые артисты. И она впервые увидела великую Веру Николаевну Пашенную, народную артистку СССР. Та читала монолог Марии Стюарт из трагедии Шиллера. Саша была потрясена и сказала: после войны буду учиться именно у этой актрисы. Так оно и вышло. Она уехала в Москву, поступила в Щукинское училище при Малом театре и попала в класс к Вере Пашенной, которую любила всю свою жизнь и сама была любимой ее ученицей. На втором курсе поступило предложение работать в Малом театре, но Пашенная была против, а вот уже когда она закончила училище, второй раз ее не пригласили работать в театр, и ей пришлось ехать в Одессу, в драматический театр. Когда директор театра встретил ее на вокзале, он был так потрясен ее худобой и сказал ей: ради бога, не показывайтесь, пожалуйста, на труппе театра. Не показывайтесь, я должен вас немножко откормить. Она работала в Одесском театре, потом в театре Леси Украинки в Киеве. Она произвела большое впечатление на декаде украинского искусства в Москве. В Киеве она познакомилась с Андреем Душечкиным-Корсаковским. Он стал ее мужем, хороший актер и хороший педагог. Потом они уехали в Харьков, а в 1956 году приехали в Минск и стали работать в Русском драматическом театре имени Горького. И так с 1956 года и до конца жизни. Я так рада, что ты приехал. Ну вот что, хватит. Мы не поддерживаем отношений уже 30 лет. И я не собираюсь их восстанавливать. Просто по тону твоей телеграммы я понял, что... Что я при смерти. Да. Но я вижу, что ты в добром здравии, раз роли по ночам разучиваешь. Я ухожу. Прошу тебя только об одном. Не шути так больше. Нет, ты подожди. Саша, надо объясниться. Она и матерью была хорошей. Серьезной, ответственной, жертвенной. Также Александра Ивановна сгорала на сцене, также она всю себя отдавала и семье. Что касается наших взаимоотношений как мать с сыном, они всегда носили честный характер. Я вырос в актерской семье, я воспитан в духе театра. Атмосфера в театре всегда жесткая, рабочая, в чем-то беспощадная.
И я приучен честно смотреть людям в глаза и профессии в глаза. И очень не люблю, и Александра Ивановна это не любила, когда этот взгляд становится нечестным. Если я так смотрю, я себя не люблю. Если я вижу другие глаза, смотрящие нечестно, я не люблю эти другие глаза. Тоже воспитание мамы. В то время на выездных спектаклях зачастую было холодно, иногда очень холодно. И вот, играя одну из своих ролей, Александра Ивановна зимой в неотапливаемом клубе должна была в полуголом виде краситься морилкой. Там все в шубах стоят, а она стоит полураздетая, и ей накладывают холодной губкой тон ледяной. Потом уже в годах Александра Ивановна очень мучилась болями в суставах. Они очень ее мучили. Все это результат того, что она никогда себя не берегла. Она себя не щадила. Она профессии служила. Чего бояться? Власть будет наша. И никто не посмеет призвать нас к ответу. Кто бы мог думать, что в старике окажется столько крови. Ее театром был театр старинных русских классических традиций. Она любила актеров ярких, необычных и не любила ремесленников. О себе говорила так: по амплуа я героиня, а это значит всегда быть впереди, на сцене и в жизни, и не прятаться за спины других. То же самое она пыталась внушить своему сыну. Она не хотела, чтобы он стал актером, а когда он стал им, она захотела, чтобы он стал актером хорошим и человеком тоже. Андрей родился в 1960 году, 8 февраля, и вся его жизнь прошла в театре. И если для других детей это было чудо театра, то для него это было и чудо, и та реальная обстановка, в которой проходила его жизнь. Однажды на спектакле «Мария Стюарт» он очень устал, он ждал, когда закончится спектакль, и сказал: «Сейчас маме отрубят голову, и мы пойдем домой». Она очень любила его, и любовь ее была вся и все поглощающая, эгоистичная, материнская любовь. Она была мудрой женщиной, мудрой матерью, и всегда переживала ошибки его как свои, и радовалась его успехам как своим. Между ними существовала очень прочная связь, и даже сейчас, когда ее не стало, и в его книгах на каждой странице ее имя, а в ее дневниках все о нем. В чем уникальность этой актрисы? Она, вы знаете, неповторима. Природа очень выборочно дает великих актеров, но вот эпоха потребовала, чтобы в театре имени Горького, в русском театре появилась эта блестящая актриса, героиня в чистом виде. Должен был состояться спектакль «Макбет». И в первой картине ее вывозят в шкурах, там всевозможной овчине, на такой коляске, стилизованной, как то ли трон, то ли коляска, то ли что. На сцене пока никого нет, до начала еще есть масса времени. Я прохожу мимо, смотрю, кто-то шевелится. Я подошел ближе, смотрю, Александра Ивановна уже находится в этих шкурах. Так, как положено по школе. Актер не имеет права отвлекаться перед началом спектакля, если он действительно
готовиться к образу. Это не просто слова, какие-то совершенно необязательные. Именно так актриса должна или актер должны готовиться к спектаклю для того, чтобы воять, для того, чтобы создавать. За сутки она готовилась к тому, что ей надо было делать на сцене. Более того, когда она репетировала ту или иную роль, которая ей была предоставлена, она меняла образ жизни. Я абсолютно говорю об этом ответственно. Если она играла героиню такого плана, она уже находилась в этих предлагаемых обстоятельствах постоянно. Это человек, который просто полностью принимал на себя предлагаемые обстоятельства, и тогда она уже репетировала практически, можно сказать, бесконечно. Находясь дома, отдыхая где-то, как-то, чего-то, но все равно она была в этих предлагаемых обстоятельствах. Она считала, что театр ни на йоту не может отходить от генеральной линии, которую должна нести театр, искусство. Я искренне преклоняюсь, и дай Бог, чтобы в театре появилась еще одна такая Климова. Хотя, поверьте, это очень трудно сделать. Они говорили, что я настоящая актриса, а не мимолетная звезда, чья карьера связана только с молодостью. Они говорили, ну что ты, глупо бояться быть на сцене или на экране женщины средних лет. Но в глубине души я знала. Я знала, что миф об Александре де Лаго неотделим от ее молодости, поэтому надо уметь точно определить время, когда лучше всего уйти. И я сумела. Я ушла вовремя. 9 мая, сидя за праздничным столом, она обратилась к самым своим близким и родным людям, к сыну Андрею, невестке Людмиле и внуку Александру. Она сказала: «Я сижу с вами за столом последний раз». 11 мая ей стало плохо, ее отвезли в больницу, а 13 мая 2005 года Александры Ивановны Климовой не стало. Ей было 83 года. Я слишком поздно прочитал ее дневники и книги ее сына. Я знал, как несправедливо хорошо она относилась ко мне, и благодарен ей за это. И думая о ней сегодня, вспоминая ее, я почему-то представляю ее молодой, красивой, в королевском наряде, с гордо поднятой головой, идущей через анфиладу покоев. А стены этих покоев украшены портретами ее героинь. Она проходит мимо них. Вот комиссар из оптимистической трагедии, а это Гюльжан, а это Патрик Кэмпбелл, Лариса из «Бесприданницы», Мария Стюарт, принцесса Космонополис. Она проходит мимо них. Ее шаги сначала звучат гулко, затем отдаляются, затихают, и дальше тишина. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневым,
печалили. Не поднять